Ассаламу алейкум всем. Сегодня мы начинаем второй по счету уже батл дизайнеров. Сегодня у нас будут участвовать за почетное звание молодца будут бороться Азиев Ибрагим и Саутиев Альберт. Также комментировать будут Азиев Альберт и Татриев Джабраил. Да, ассаламу алейкум. И Евлоев Джабраил. Два Джабраила сегодня, как никогда. Мы решили немножко добавить. По прошлому батлу мы поняли, что 40 минут не хватает, поэтому будет 40 плюс 5. 45. И как будет сегодня проходить батл? Мы даем задание, и наши участники начинают сразу процесс. И в ходе мы будем комментировать. А в конце мы создадим в нашем общем канале интернет-опрос, где все смогут проголосовать за того, за победителя. В общем, Джабраил, я думаю, пора уже озвучивать задание, да? Не будем затягивать. Да. Ты же помнишь, какое задание было там? Нет. Помню. В общем, задание у меня сразу здесь. Сейчас я включу наш экран. Надо включить экран. Все. Задание. Есть такой сайт аэропорта Магаз. Наши участники, как вы меня слышите? Слышите вы меня? Слышим, только твой экран я не вижу. Вы не видите? Я тоже не вижу. Нет, вы мой экран не можете видеть. Вы должны открыть сайт Аэропорт Магаз, и тогда будете видеть. Либо вы должны смотреть я вижу, Берт, я твой экран вижу. Ты через YouTube видишь? Нет, через Google Meet. Я же не расшаривал его. Ты видишь? Почему-то я вижу, да? Это не мой экран, это экран... Чужой. Экран Ибры. Ибры. Да, в общем, есть такой сайт Аэропорт Магаз. Ваша задача, нужно сделать редизайн. Как видно, дизайн не очень качественный. Вам нужно сделать дизайн главной страницы за 45 минут. Так. Только главную страницу. Да. То есть не нужно полностью сайт делать, только ваша задача сделать редизайн главной страницы. Все. Не нужно делать редизайн логотипа. Да. И еще, мы будем как оценивать? Мы будем оценивать с точки зрения юзабилити, функционала, так и с визуальной стороны. Поэтому, я думаю, вам уже можно начинать. Я время засек. Давайте начинаем. Так. Как мы видим, сайт устаревший и достаточно некачественный, так сказать. Да, я думаю, сайт уже давно у этого аэропорта, и он давно не обновлялся. И, в общем, задание для участников, я думаю, будет интересное. Нам тоже интересно посмотреть, как они вообще будут. Вообще, в принципе, Джабраил, через какие этапы должен проходить дизайнер, когда делает интерфейс? Сначала он приступает к ресерчу, изучает каких-то конкурентов, анализирует рынок. Да, но понятно, что сегодня у них очень ограниченное время, да. И поэтому, скорее всего, проектирование дизайна будет на таком интуитивном уровне. На основе своего опыта, так сказать.
хотелось бы отметить, что у Альберта опыт в дизайне интерфейсов больше, чем у Ибрагима, а у Ибрагима опыт больше в брендинге. Вот. Тем и интересно сегодня. Наверняка Альберт, он фаворит, если судить по опыту. Интересно посмотреть, что сегодня сможет Ибрагим показать. Да, также Альберт работал, наверное, многим известно, студия чуваков, выпускник, так сказать, этой студии. Да, это очень важно, кстати, если ты работал в студии, это очень хороший показатель, потому что ты там набираешься большому опыту. Ты очень быстро прогрессируешь, работая в студии, нежели если ты работаешь как фрилансер из дома. Ну, Ибрагим тоже не промах, он студент такой известной школы, как Бэнг. Ну, в принципе, Ибрагим тоже давно в дизайне, я думаю. Я предлагаю... Поясни. Чего? Поясни, почему лучше фрилансер работать в студии. Я тебя плохо слышу, Жибраил. Можешь повторить? Я говорю, поясни, почему лучше работать в студии, чем фрилансер. Потому что в студии ты работаешь не один, ты работаешь с командой, и студия, как правило, уже имеет свой большой опыт, там уже налаженные процессы. Ты, кроме того, что ты учишься, перенимаешь опыт у коллег по дизайну, ты еще учишься, как вообще происходит процесс общения с клиентами. То есть, если ты UI-дизайнер, UX, если ты UX-дизайнер, очень важно пройти вот этот через процесс с самого начала, как ты контактируешь с заказчиком, задаешь им правильные вопросы, исследуешь бизнес заказчика. Важно пройти через все эти процессы, а как правило, если ты фрилансер, очень редко у тебя получается вообще очно встретиться с заказчиком, проходить через Сейчас мы наблюдаем экран Альберта, да? Нет, сейчас мы наблюдаем экран Ибрагима. Я предлагаю сейчас переключиться на Альберта, посмотреть, что у него Видно, там. он приступил сразу к поиску картинок. Да. Мы зашли на экран Альберта и видим уже, что Альберт начал размещать логотип. Он уже сделал сетку. Кстати, интересное решение. Приступил к самому макету сразу. Да, у него 12-колончатая сетка. И интересно, он решил без отступов ее сделать. То есть, наверное, он хочет сделать сайт на всю ширину экрана. Ну, сейчас посмотрим, это только логотип. Ну, я сужу по сетке. Так, Альберт тоже заходит на референсы, он смотрит. Ну, это правильно, конечно. Ну, это логично, да. Правильно. Нет, ты можешь весь экран сделать? Могу. Сейчас сделаем. Все. Это правильно смотреть на референсы. Во-первых, потому что у них и времени нет, чтобы проводить какие-то исследования. Во-вторых, крупные компании, они уже провели эти исследования, у них есть какие-то паттерны. Можно подсматривать. Опыт. Да. Также какие-то визуальные решения, возможно. Угу. Так, Ибрагим. Конечно, логотип у аэропорта Магаз не очень хороший. Честно, да, но если они хотят, они могут как бы примарафетить его немного. Вот такой задачи, как бы полностью менять его нет. Сейчас нужно просто редизайнить именно страницу всю.
Да, ну, и мне интересно вообще, как они справятся с этим логотипом, чтобы он не смотрелся так ужасно. Либо, как ты говоришь, обновить его, либо просто как-то его встроить, может уменьшить так, чтобы он не сильно раздражал. Так, у нас комментарии в Ютубе пошли. Так, есть ли у нас вопросы? Это чей экран мы видим? Так, зрителей 36. Это... Вот картинка с самолетом, это мы наблюдаем у Ибрагима сейчас. Ну, там проще можно, да. У Ибрагима снизу Windows стоит, иконочка. Так, я Альберта. переключаюсь тогда на экран Альберта, чтобы зрители тоже могли увидеть, что сейчас... А, нет, на экран Ибрагима я сейчас переключусь. Вот. Так, Ибрагим уже начал что-то делать. Он уже, как видно, разместил картинку. Хотелось бы, чтобы наши участники отключили наш звук, чтобы они не слышали наши комментарии, если это возможно. Просто не хотелось бы, чтобы, если мы будем что-то обсуждать по дизайну, чтобы, чтобы это не было подсказкой для них. Мы отключим только когда что-то важное для нас будет. Тогда, наверное, Джабраил, да, нам скажет? Да, вы можете просто наушники снять и все. Да. Все. Альберт, ты нас слышишь? Просим тебя тоже Да, отключить. выключил, все выключили. Все. Окей, отлично. Так, ну мы сейчас видим экран Ибрагима. Он решил сделать, как я понял, по пути к такого корпоративного сайта с баннером. Я не совсем уверен, что это может быть правильно, потому что сайт аэропорта прежде всего должен решать какие-то задачи да, пользователей, которые хотят найти билет, заказать поездку. Да. Человек, который заходит на сайт аэропорта, чаще всего он заходит за какой-то услугой, или как ты сказал. Возможно, да, узнать какой-то рейс, или купить билет чаще всего. Угу. Так, а посмотрим. Спрашивают, на вопрос, я считаю, не совсем по адресу. Спрашивают братья, я что-то пропустил, но есть вопрос, а что если делать дизайн, используя Ant-дизайн в случае React или же NG-Zoro в случае Angular? Такой вариант будет? Это не совсем про дизайн вопрос, это скорее к фронтенду. Имеется в виду фреймворки, дизайн-система? Здесь не поясняется. Но разработчики могут пользоваться фреймворками, дизайн-системами уже готовыми. Я так понял, Ant-дизайн это и есть какой-то фреймворк. То есть разработчик, будучи не дизайнером, в принципе, может сделать какой-то интерфейс, используя готовые блоки дизайна. Но в нашем случае мы же крутые дизайнеры, мы решили пойти по пути создания дизайна с нуля. Так, Ибрагим делает красивый визуал, он добавляет облака. Да. Визуал, да, начал с этого, но да. стоило бы, наверное, с системы бугинга начать. Как думаешь? Я тоже так думаю. Ну, это, наверное, зависит от каждого, как ему удобно, так он, возможно, он перейдет плавно к этому тоже. Посмотрим. Сейчас мы увидим экран Альберта, мы его уже видим. Видно, что Альберт сразу же логотип сделал черно-белым, чтобы он не раздражал. Тут про сеточку спрашивают. Я так понял, речь идет про сетку Bootstrap. Я думаю, каждый сможет загуглить, посмотреть, что это за сетка, как она настраивается, в принципе. Да, это самая стандартная сетка, 12-колончатая, бутстраповская сетка. Ее используют чаще всего. Она очень удобная, потому что она делит экран на 6 колонок, на 3 колонки. На 4. На 4 колонки. Ее очень на 2. И на 2, да. Альберт начал размещать какое-то меню. Альберт, не забудьте сказать, что спонсор нашего показа Aviasales. Aviasales, спонсор нашего сегодняшнего показа. Сколько они нам заплатили же, Брал? Ну, это коммерческая тайна.
Мои кореша, авиасейлс. Джабраил, почему я не знаю, сколько они заплатили? А, Оставим этот вопрос. Так получается, это Обсудим после. не только коммерческая тайна, это твоя тайна. Моя коммерческая. Так, уважаемый зритель, не покупайте билеты на Aviasales, это плохая компания. Так, давайте. А что... Чей экран мы сейчас наблюдаем? Сейчас мы наблюдаем экран Альберта. Мы видим, что он смотрит информацию, размещает какое-то меню на главной странице. Так, я сейчас переключусь. Ибрагим продолжает делать визуал. Переключусь на Ибрагима. Да, он явно пошел по пути Начал типографикой работать. корпоративного сайта. Ну, я так думаю, он хочет сделать такой легкий воздушный сайт, такой небесный, не связанный с аэропортом, что-то такое голубое. Пока рано судить, но Да. это то, что я вижу. Он делает что-то типа посадочной страницы. Посадочная страница очень название хорошо подходит для сайта аэропорта. То есть тут даже можно сказать, что корпоративный какой-то сайт, по-моему, у Ибрагима, а у Альберта больше, как, наверное, будет как сервис. Я подозреваю, что Альберт идет по правильному пути, да. Скорее всего, он хочет... Ну, правильно мы увидим, наверное, но... Ну да, это рано судить пока, но... Нет, я имею в виду идти по какому пути? По пути сервиса или корпоративного сайта, который больше является как презентация. Проблема, Берт. Знаешь, какая проблема? Потому что билеты все равно покупают все на авиасейлс. Зачем нам еще один сервис? Потому что сайт аэропорта очень неудобный, некрасивый. И здесь, в принципе, нам сейчас не нужно смотреть на то, где покупают люди. Но представим, что на сайте аэропорта дешевле билеты, чем на Aviasales. И мы создаем для клиентов хороший дизайн, чтобы они покупали их там. В принципе, сайт аэропорта и должен предоставлять вот такие услуги. На самом деле, да. Тут один пишет, у нас комментатор Шамиль Гусейнов. На сайт заходит периодически, говорит он, в том случае, когда через авиасейлс найти билет не получается, перейти на сайт автоперевозчика и сравнить цену. Так делать неоднократно, иногда дешевле выходит. Ну так вот, это как антиреклама авиасейлс у нас. Я на самом деле никогда не пользовался авиасейлс. Где ты заказывал билет? Я заказывал, помню, на UTair сайте напрямую. Да, кстати, да. Я напрямую заходил всегда на UTair и там заказывал. И, кстати, насколько я помню, так было дешевле. Тогда получается, что, в принципе, Ибрагим идет по правильному пути. Но, смотрите, у нас же... Мы забыли одну вещь. У нас аэропорт Магаз. У нас нету в Ингушетии собственных авиакомпаний. И это сайт именно аэропорта, а не авиакомпании. Кстати, вот этот момент я сейчас только об этом подумал. И... То есть у них нету системы бронирования? Значит, это корпоративный. Нет, в принципе, даже если, наверное, зайти на аэропорт Шереметьево, на сайт аэропорта, наверняка там будет... Давайте посмотрим, мне уже интересно стало. Зайдем на сайт. Действительно, я пока не вижу здесь букинга какого-то. Вижу расписание. Нет, здесь есть купить авиабилеты онлайн, услуги есть. Так, смотрите, я открыл аэропорт, сайт Шереметьево, и вижу, что большой баннер у нас здесь. Здесь больше услуги. Здесь нету акцента на именно купить билет. Скорее всего, здесь очень неудобная форма купить билеты. Давайте тогда зайдем на сайт Внуково.
Ой, аэропорт Внуково. Сейчас сколько время? 7:20. Внуково сейчас, наверное, не самое оптимальное решение будет открывать. Прилетает один персонаж. Ага, смотрите. Здесь расписание прилетов и вылетов. Это как раз-таки очень, очень хороший такой сервис, который ты заходишь на сайт, сразу видно прилеты и вылеты. Вот таблица. Ты имеешь в виду Внуково? На сайте Внуково. Ну да, это таблица похожа на ту, что висит в самом аэропорту. Да, и это как этой штуке дается очень большой приоритет. Я сейчас открыл Домодедово, здесь, в принципе, то же самое. То есть, да, больше всего места занимает таблица прилета и улета. Угу. Так, наверное, да. Поиск по Для сайта аэропорта это самый логичный, наверное, логичный блок для отображения. Если человек заходит на аэропорт, значит, он хочет увидеть прилеты и вылеты. Аэропорт на airport. А на сайте, в принципе, на сайте аэропорта Магаз висит такая же таблица. Расписание рейсов. И, наверное, да, надо этому блоку давать большой приоритет. Давайте посмотрим. Покажи, да, работает. Давайте посмотрим. Так, это экран Ибрагима. Здесь видно, он сделал баннер, и снизу уже он начал рисовать таблицу расписания. Так, тут спрашивают, где мы находимся. Ну, мы находимся в Ингушетии. Да, мы Это не находимся в Ингушетии. принципиально, в принципе, материал, который вы сейчас видите, он как-то не привязан никак к Ингушетии. Раскрываем страницу Альберта, и мы видим, что он находится на сайте Dribble и ищет какие-то референсы. У Альберта раскрыто очень много вкладок. Я не знаю, я не могу держать очень открытыми много вкладок. Я замечаю, многие так делают. Бывает, что кто-то открывает в 3 раза больше вкладок, чем сейчас у Альберта. У меня обычно штук 20 бывает, всегда открыто. По умолчанию, да? Мне бывает очень тяжело потом находить нужную вкладку, переключаться по ним. Поэтому я всегда стараюсь держать только те вкладки, которые мне именно нужны. Необходимые. Так, Альберт ищет картинки подходящие на многим известном сервисе Unsplash. Так, что у нас в комментариях пишут? Ну, мы отвечаем периодически. Являемся ли мы членами команды Solva? Ну, как бы да и как бы нет. Кстати, Просто Solva как бы есть и как бы нет, поэтому членами этой команды являемся как бы да и как бы нет. кто-то является, кто-то нет. Хотя мы уже закрыли эту студию, она была. Бренд Solva мы передали одному хорошему знакомому брату, который будет заниматься курсами, обучающими курсами для детей и, возможно, в скором будущем для взрослых. Иншаллах, скоро вы услышите про такие курсы. Курсы на какую тематику? Курсы программирования и дизайна. Это Абдулла Зармотов. Чередуй экраны тоже периодически. Так, это экран. Как узнать, где какой? Смотрите, внизу слева написано бывает. Если Алсаут, то это Альберт. Да. В ином случае это Ибрагим. На самом деле очень неудобный Google Meet. И обязательно нужно на какой-то другой, на другую какую-то, как называют, площадку переходить, где это будет намного удобнее. Вообще, наверное, стоит как-то сделать Zoom для...
Над митингов. этим еще будем работать, да, пока Да. только начинается. Ну, видимо, Альберт тоже как бы работает над баннером, над оформлением. Так, это экран Ибрагима, мы сейчас А, видим. Это ага. Ибрагима. И он как раз-таки начал делать таблицу расписания. Мгм. Как у нас по времени? Сколько? Визуально пока очень приятный такой получается у Ибрагима. Да, визуально мне нравится, да. Но мне кажется, Альберт сейчас не тратит время на визуалы и пытается сделать каркас, Warframe, да. Тоже занят. А потом А, он Альберт, уже... по времени что у нас? По времени прошло 20 минут прошло, еще 25 минут осталось. 25. Мгм. Нас спрашивают, а почему распались? Берт, ты лучше всего ответишь на этот вопрос. Ну, во-первых, те услуги, которые мы предоставляем в республике, они пока еще не востребованы, потому что мы занимаемся дизайном сайтов, разработкой с нуля. Как вы, конечно, в курсе, что разработка с нуля и дизайн — это намного дороже, чем делать сайт на каком-нибудь движке. Но у нас в Ингушетии сайты на движке, они в принципе покрывают все потребности клиентов. И иногда и клиентам намного выгоднее просто сделать сайт на движке. Это будет намного быстрее, намного дешевле, и в принципе все потребности покроются. А мы, как развивающиеся дизайнеры, программисты, нам важно все время осваивать что-то новое, развиваться. И если бы мы сидели на шаблонах, клепали сайты на шаблонах, мы бы застряли, не развивались бы. Поэтому мы подумали, что пока мы закроем студию, возможно, когда-нибудь, когда спрос на услуги такие возрастет у нас, студия может возобновить свою работу. Но мы, конечно, все не разбежались, мы все равно все вместе работаем, просто работаем в разных компаниях уже удаленно, но сидим в одном месте, в одном офисе. Поэтому... Ну, это самый оптимальный вариант как бы, на сегодняшний день для нас. Да, я всем всегда говорю, самое важное — это развитие. Даже если вы нашли в Ингушетии какую-то работу с нормальной зарплатой, но если вы на этой работе чувствуете, что вы не развиваетесь, стоите на месте, то все равно лучше оставить эту работу и идти по пути развития. Потому что через год-два вы станете более опытным и найдете работу намного лучше. И вам будут платить больше. Любая стагнация – это деградация. То есть, если стоишь на месте… Давайте тогда посмотрим экран Альберта, наверное. И меньше будем говорить. Так, я переключаюсь на экран Альберта. Он вырезает фотографию Асканова Суланбека, так как сайт... В честь кого и назван был аэропорт. Да. Интересно. Интересно, но нужно ли? Мы посмотрим, что он собирается с этим делать, еще неизвестно пока. Небольшая, а хотя это центральное прям место. Да, я думаю, если он сделает большой баннер с фотографией, это будет не лучшим решением, мне кажется. Что-то колебается между разными вариантами, я так понимаю. А если вы там в офисе, и если участники слышат вас, можете сказать, сколько осталось времени. А времени осталось 20 минут осталось. Даже правило скажи им, чтобы они были в курсе. Хорошо. Да, я услышал сразу недовольный. Мы только начали. Но на самом деле
когда работаешь над дизайном, время летит незаметно, особенно если ты получаешь от этого удовольствие. Ты не То есть замечаешь, как никогда быстро... такого не бывает, да? М? То есть никогда такого не бывает. Да, никогда такого не бывает. Пару слов написал Альберт. Туда-сюда. 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 Альберт у нас, видно, с чувством юмора. А, м, Видно, Уважаемый Альберт зритель, хочет выехать на юморе, да? не хочешь немного полетать. Смотрите, друзья уважаемые, если у вас есть какие-то вопросы, вы можете задавать их в комментарии прямо во время трансляции. Ибрагим спрашивает, Альберт тоже с вами в магасе? Да, он приехал специально сегодня, чтобы вместе сидеть в офисе и работать. В Инарках интернет слабый, и он боялся, что он не сможет начать. Как называется среда, в которой сейчас проводятся работы? Эта среда называется Figma. Это очень классный, крутой, супер редактор, инструмент для веб-дизайна, для рисования для дизайнеров, интерфейсов. для проектировщиков, да. Да. Для менеджеров тоже. А Приз молодец, да? Да, почетное звание молодец. Это очень... Как обычно. Приз, за который борется уже который баттл, и никто не может его выиграть. Уже... Берт, смотри, если кто-то из зрителей или в дальнейшем кто-то будет смотреть и тоже захочет принять участие в батле, что ему делать, куда написать может он? Если кто-то хочет принять участие в батле, то пишите в группе дизайн нашего сообщества интернет. Да, у нас есть чат такой, интернет-дизайн. Да. Ссылку вы можете найти через основной канал интернет. В шапке профиля есть все ссылки. Да, там есть ссылка на навигацию, и вы там найдете все наши группы. Пишите в группу, кто хочет участвовать, с удовольствием организуем для вас батл. В Инарках реально интернет слабый, пишет Адам Миндиев. Хочется пошутить. Вот назрановцы смеются над интернетом в Инарках. Они над интернетом, ладно. Запомните это, жители Инарков. Запомните эти лица. Спрашивают, будут батлы по бэкэнду? У нас же, по-моему, Микаэл, да? И... У нас были батлы уже, у нас 3 батла, кажется, было по бэкэнду, если я не ошибаюсь, а может и не 3. Ну, у нас были они. Если вы не смотрели... именно по бэкэнду был у нас батл по бэкэнду, я уже не помню. Не знаю, по-моему, по фронту только. Парсинг это бэкэнд был или фронт? Что ты можешь сказать? Что-то между. Джабраил, ты же дизайнер. Не, парсинг, если помните, скорее всего, бэкэнд, маловероятно, что фронтенд отношения имеет. Так, я предлагаю переключиться на Ибрагима, посмотреть, что у него там. Так, Ибрагим достаточно хорошо продвинулся. Ибрагим, я вижу, что уже делает расписание. Видимо, баннер уже у него готов. Он делает, я как понимаю, табы, переключалку. Да. Он, в принципе, не очень сильно отходит от самой концепции старого дизайна. Делает больше упор на визуал. Да. А Альберт, как мы сказали, делает упор на юмор. Сегодня Альберт делает упор на юмор. Джабраилу и Альберту, видимо, нужно в следующий раз батлиться по юмору. Смешно. Ты сказал смешно, значит, у меня тоже юмор неплохой. А здесь 2 Джабраила. Какого имеет в виду? Я имею в виду настоящего Джабраила. Ладно.
Так, Берт, сколько осталось, спрашивают участники. Осталось, короче, отнимите 35 минус, Скажи, сколько я отниму, давай. короче, в 19:04 мы начали, а сейчас 19:35. 30 минут Понятно. прошло, осталось 15 минут. Получается так, 15 минут. Кто-нибудь в чате посчитайте. Да, я уже посчитал в чате и без. Ибра говорит, Джабраил, который смешной. Кто из вас смешной? А ну давайте быстро пошутите, я скажу, кто. Упала вилка, как начала валяться. О, Это был Каталин Джабраил. это было очень смешно, Джабраил. Мы сразу себя узнали. Прям. Так, Я учил школу Петросяна. Ибрагим начал что-то искать. UTR лого, SVG. Он даже хочет использовать именно SVG, Именно UTR Волга. да, чтобы передать его потом верстальщику. Давайте перейдем на экран Альберта, посмотрим. Альберт закончил баннер. Застрял. Мансур Аушев в комментариях пишет: Альберт, что ты так медленно? Топи, вспомни, как я тебя учил. Как перейти на следующую строку. Или строку. Альберт, вот эта фотография, мне кажется, либо если даже ее размещать, было бы хорошо как-то ее обработать, но она У выглядит... Альберта здесь целая команда из поддержки. Да. Все инорки. Всем силом. Иконка приземляющегося самолета Ибры пугающая, да. Надо немножко угол поменьше сделать, наверное, иконки. Так, Так, а Альберт над чем работает сейчас? Альберт делает стрелку. Кстати, как, Джабраил, ты делаешь стрелки? Ты используешь вот такую готовую стрелку от Figma или рисуешь ее сам? Опять. Уточни, какой Джабраил? Да, любой. Да любой, неважно. Ну, это зависит от проекта, что может. Там, где платят мало, я делаю... Да, где бюджет поменьше, там какие-то готовые варианты, а где крутые проекты с огромным бюджетом, я рисую свои, такие изящные, индивидуальные. Ну, они по факту такие же получаются, да? Ну, это не важно, мы не будем уточнять. Ручная работа, вид такой же? Напильником делали. Figma это типа аналог Photoshop, если грубо говорить. Совсем недавно дизайнеры работали, в основном все дизайнеры работали в Photoshop. И когда сначала появился Sketch, такая программа для интерфейсов, но она работала только на устройствах Mac, Apple. И долгое время пользователи Windows завидовали пользователям, которые сидят на Mac'ах, потому что они не могли пользоваться этой крутой программой, на которой делать интерфейс было одно удовольствие. И довольствовались Photoshop. А Photoshop, он больше, в принципе, он делался для обработки фотографий, какой-то графики, для рисования, но никак для интерфейсов. И потом в один момент появился Figma. Это вообще совсем совершенно новая концепция программы. Он работает в облаке. Вот, на нем можно работать через браузер. Даже если вы скачиваете программу Figma, она все равно весь интерфейс подгружает с облака. И все, что вы делаете в облаке. И самые крутые фишки Figma заключаются в том, что Можно работать совместно с кем-то. Да, проводить коллаборации. Да, много людей могут одновременно заходить на дизайн и работать одновременно.
Это раз. Второе, каждый твой шаг, который ты делаешь в фигме, он сохраняется в истории. Тебе не нужно создавать кучу копий дизайна, чтобы Да. сохранять какой-то этап. Это примерно то же самое, как контроль версии для программистов. Ты можешь в дизайне вернуться на любой шаг назад и скопировать оттуда что-то и вернуться обратно. И еще прелесть Figma в том, что ты никогда не потеряешь свой файл, ты случайно ничего не удалишь. Все у тебя Ты хранится. можешь не загружать как бы память своего диска, потому Да. что все хранится в облаке, и в любое время Ты можешь, и да. даже если ты утеряешь свой ноутбук, или он сгорит, сломается, еще что, Да. твои проекты останутся в целостности, как в моем случае. Вот как Джабраил пролил кофе на свой MacBook. Нет, это был чай с сахаром. Нет, без сахара. Ну это меняет дело. Джабраил пролил чай с сахаром на свой MacBook и потерял все файлы скетча, которые на нем были. Если бы он работал в Figma, то у него не возникло бы проблем. Он мог бы продолжить. Да, это идея для рекламного ролика Figma. Тут говорят, что не пустят Альберта Малгобек, если он не выиграет. Поэтому придется подсуживать, видимо, чтобы он не вернулся. Так я понимаю, здесь зрители больше за Альберта. Да, Альберт 100% рассылку сделал у себя в группе. Он, скорее всего, тейп свой собрал весь. Он с Инурков приехал с группой поддержки вместе. Я думаю... Есть в Инарках или Малгобеке. Типа, наверняка, если вы в окно выглянете, там они все стоят. Мне кажется, нам лучше дать победу, Альберт. Так, сколько у нас осталось? Нужно напомнить им, когда будет 5 минут. Так, осталось всего 8 минут. 8 минут. И желательно бы участникам поторопись. Давайте посмотрим, что у Ибрагима. Так, у Ибрагима уже какое-то расписание пошло. Так, Мансур Ауша предлагает делать батлы в 24 часа. В 24 часа? Да. Будет более точным. Он имеет в виду, что проекты будут более конкретные и завершенные. Ну, тогда это, наверное, будет больше не батл, а конкурс. А жизнь. Он имеет в виду 24 часа без перерыва? Нет, он имеет в виду, что батл длился не в прямом эфире, а просто мы даем задание. Домашнее задание. И уже, это тогда больше не батл, а конкурс. Цель, получается, здесь показать какие-то проекты, цель больше продемонстрировать. У нас цель развлекать публику. Издревле люди любили зрелище, хлеб. Все же помнят азиевский чат на даже на основе наших выпусков можно заметить, что людям больше всего интересно именно батл, чем какие-то... Да, если посмотреть количество просмотров у роликов. Рубрика, и я надеюсь, она будет очень интересна. Так, можно сказать участникам, что осталось сколько? Я предупреждаю. Осталось в финях. Осталось всего 5 минут. Смотрите, уважаемые зрители, мы тут планируем запустить такую небольшую программку, где будем обсуждать новости в дизайне. Что вы про это думаете? Интересно вам, не интересно? Можете написать комментарии. Новости какие-то. Что ты имеешь в виду? Новости касательно UI, дизайна, UX, Identity и так далее. Есть сайт специализированный, информация размещается. Мы будем разбирать, обсуждать. Какие-нибудь тренды разбирать, обсуждать, может, какие-то новые программы, инструменты появились, может, Трамп заявил, что дизайнеры бесполезные люди, и им надо запретить въезд в США. Это же, по-моему, какой-то политик говорил, что дизайнеры это бесполезные, лучше заниматься. Да, какой-то депутат, не помню его имя, Милонов, да, говорил, дизайнеры бесполезные для сельского хозяйства люди, их надо запретить.
Надо понимать, что формат будет не строгий, он будет такой более развлекательный, наверное. А батлы все-таки потихоньку будут становиться более и более специализированными. Да. Кстати, насчет дизайнеров в сельском хозяйстве. Представьте, если бы не было дизайнеров, как бы как-то отличалось бы сельское хозяйство от того, что есть. Ну, допустим, если взять какие-нибудь комбайны, какую-нибудь технику, ее же Надо понимать, что над разработкой дизайнер работает, он заботится о том, чтобы было удобно сидеть в кабинке, чтобы... любая техника. Переключишь на экран Альберта, Давайте посмотрим, что у Альберта. чтобы люди видели и тот, и другой вариант. Можете сказать им, что осталось... Сколько осталось? Осталось всего 3 минуты. Кстати, нам нужно было таймер запустить в прямом эфире, чтобы видно было. Да, было бы хорошо, я просто забыл, но я слежу за часами. Ну, я буду вам говорить, сколько осталось. Осталось 3 минуты. Ничего не успел, но было весело. Как мы видим, оба дизайнера не успевают закончить макет полностью за это время. Ну и будем, соответственно, оценивать то, что есть. Да, мы оцениваем на основе того, что есть. Мы можем докинуть минут 5 с барского плеча? Давайте спросим у зрителей, если они не устали и готовы, мы можем дать еще 5 минут. Ждем вашего фидбэка в комментариях, зрителей. Нет, они пока ответят, время пройдет, потому что есть небольшая задержка, Берт. Ага. Народ, сделайте батл по коллажированию в фотошопе. С удовольствием сделаем, если найдутся участники. Все, кто хочет поучаствовать в батле, пожалуйста, пишите в группе дизайна. Да, не обязательно это должны быть наши участники нашей команды. Это может быть любой человек со стороны другой республики, страны. Неважно. Все дают 5 минут. Ну, давайте тогда. В основном все хотят, чтобы дали 5 минут. По 10 хочет, я вижу. А Микаэл, наш программист, не хочет, но он может идти. Давайте тогда дадим 5 минут. Тогда прибавляется 5 минут. 6 минут у них еще остается. 6 минут. Они в курсе? Да, сейчас сообщу. Так, чей экран мы сейчас наблюдаем? Мы наблюдаем экран Альберта. Он уже делает секцию с новостями, новостными блоками. Или это не новости, или что это сейчас? Новости, а что это еще? Это цвета, мне кажется, или они похожи на чуваковские? Ну, сразу видно, что Альберт работал в студии Чулакова. Ну, разве что желтый цвет похож на их студию. Так, давайте посмотрим, что у Ибрагима. Так, где наш? Ибрагим занимается поиском референсов. До сих пор. Я думаю, многие не знают, что такое референсы. Берт, можешь пояснить? Референсы — это какие-то примеры. Ну, грубо говоря, просто одним словом, это пример дизайна из той же тематики, да. Пример для вдохновения. Например, мы сейчас делаем сайт для аэропорта Магаз. Как референсы они могут использовать Шереметьево, Внуково или зарубежные какие-то аэропорты. Да, они уже какие-то имеют свои паттерны, уже сложившиеся, проверенные. Поэтому будет логично подсматривать. Пишут, что вряд ли они успеют за 5 минут, но это не проблема. У нас нет цели, да. Да, не успеют, но более целостная картина. Оценить мы уже сможем, я думаю. Оценивать-то мы будем, но
Кто будет принимать решение о том, кто у нас сегодня молодец? Я думаю, каждый из нас скажет свое слово, даст свой голос и спросим у зрителей еще. Джабраил Так. создаст опрос. Да, давайте на основе вопроса, я думаю, решим. Да. По окончании вот сейчас батла мы создадим сразу опрос в группе на канале Inknet в Телеграме, где вы сможете проголосовать либо за Ибрагима, либо за Альберта. Так что не убегайте сразу после просмотра. В Ибрагим принципе, пора бы уж создать. пытается успеть добавить еще один блок Да. с новостями. А Альберт тоже приступил к следующему блоку. Давайте посмотрим, что у Альберта. Он тут нам как бы сообщает, что в заголовке новостей, что он ничего не успел. Ну что ты успел? Главное, что им было весело. А тем временем, Альберт, сколько остается у нас? 3 минуты, да? Да. Остается у нас 3 минуты. Тогда я, наверное, запускать сейчас буду опрос. Как думаешь, Джабраил может опрос запустить после того, как они объяснят то, что они сделали? Может, сейчас трудно судить зрителям? Да, давай дадим им слово, пусть они прокомментируют свою работу. Более-менее, думаю, ситуация ясна, люди уже выбор могут сделать. Так они будут основываться на, получается, ваших доводах. Угу. Так, Альберт сделал поиск билетов, насколько я понял, да? Он сделал поиск билетов, но нужно ли это делать на сайте аэропорта, как мы уже говорили? Так, Ибрагим подбирает какие-то картинки для своих блоков. Кстати, Джабраил, не хочешь со мной побатлиться в следующем батле? Я бы с кем-нибудь побатлился с удовольствием. Какого же брала ты имеешь в виду? Неважно, любого. Любое, Ты да? только скажи, где ты находишься. Добавьте вариант ничья. Да, Джабраил. Вот ты уже запустил опрос, да? Дружба победила, да? Видишь опрос, я не вижу. А если ты еще не создал, не забудь сделать 3 варианта. Хорошо. О, Альберт уже сделал футер. Интересно. Так, он сразу к футеру перешел, что ли? Да, он уже работает над футером. В принципе, дизайн можно уже передавать верстальщику. Кто у нас верстальщик? Так. Это будет как бы задание для следующего батла по фронтенду. Сверстать дизайны. Да. Макет победителя. Так, посмотрим у Ибрагима, как обстоят дела. Интересно. Так, Ибрагим какую-то картинку скопировал, вставил. Рекламный текст. Авиасейлс. Угу. Но он все же не успел сделать футер. Так, но если судить по объему выполненной работы, я думаю, примерно одинаково у них все вышло. Так. Так, у нас осталось сколько? У нас закончилось, в принципе, время. В принципе, да, уже. Да, давайте уже завершать. Давайте остановим. Останется.
Так, Джабраил, можешь сказать, чтобы они остановились и подключились к митингу? А пока зрители могут проголосовать в вопросе на странице интернет. Так, стоп. Да, мы остановили обоих. Так, смотрите, и параллельно мы сразу запустили опрос. Мгм. Так, я предлагаю начать с Ибрагима, пусть он подключится и прокомментирует. Так, ассаламу алейкум. Алейкум ассалам. Ой, Ибрагим, расскажи, с какими сложностями ты столкнулся, может быть, в да, процессе? в целом про процесс свой. Но главная сложность это, конечно, очень мало времени, пока ты что-то поищешь из референсов, пока ты как-то распланируешь, что как у тебя будет. И если ты как-то обычно в дизайне, когда ты что-то делаешь, если что-то там не так получается, часто приходится менять это все потом по новой. А тут не было шанса даже как-то особо выбирать, приходилось сразу по ходу и не обращать внимания на какие-то ошибки. И вот. Но я заметил, что вы не заходили на сайты аэропортов. Я заходил. Заходил. Ага. А на какие сайты ты Но ориентируешься я, больше? правда, Шереметьево посмотрел, и в Дрибле я просто задавал референс по сайтам аэропортов. Интересно, вот это решение сделать большой баннер и дать приоритет поиску билетов именно над расписанием. Это потому, что времени мало было. Не было времени думать, да? Да, обдумать это даже особо. Но, не знаю, я как-то вот по шаблону я пошел, по классической схеме обычно, в моем представлении, сайт аэропорта. Но на какое-то исследование, там, что важнее, что второстепеннее, как-то особо времени не было. Но мы тоже смотрели, пока вы работали, мы смотрели другие сайты, и мы сами пришли к выводу в процессе, что для сайта аэропорта именно все-таки в приоритете должно быть расписание рейсов, потому что билеты покупают обычно на сайтах авиакомпаний, а не на сайтах аэропортов. И если посмотреть другие сайты, Домодедово, Внуково, у них, как только ты заходишь, у них висят большие блоки с расписаниями, как будто ты заходишь в аэропорт, в сам аэропорт. Но видно, что ты упор делал на визуал, и вышло достаточно аккуратно, чисто, приятные такие цвета. Бер, немножко увеличь, покажи, и опять тоже работает, покажи, потому что люди уже голосуют. Давайте тогда я переключаюсь на Альберта, пусть тогда Альберт начнет комментировать. Так. Всем ассаламу алейкум, если меня слышно. Видно мой экран? Да, Альберт, тебя видно. Расскажи, с какими сложностями ты столкнулся в процессе? Я с аэропортами работал в первый раз и понимал, что недостаточно владею информацией, поэтому сразу полез на такие не поставил всякие сайты аэропортов. Я понимал, что больше всего необходимо сделать форму заказа билета, поиск билета и просмотр расписания. Рисуя вот баннер на главной странице, я думал, прошло минут 5, оказалось уже полчаса. Быстро переключился на поиск, понял, что на расписание у меня не хватит времени, поэтому по-быстрому набросал все, что мог. По идее, должно быть расписание, удобный поиск. И наш аэропорт, он почему-то, это прямо сайт аэропорта, там особо вряд ли кто-то ищет билет, поэтому хотел сделать акцент на нашего героя. Поэтому на главную поставил баннер про него, так как, наверное, было много информации про него больше, чем про сам аэропорт. Больше ничего такого, просто мало времени, конечно.
Да, видно, что по визуалу у тебя все достаточно аккуратно, чисто. Видно, что опыт говорит о себе, и таких грубых ошибок, да и вообще таких ошибок не видно. Хотелось бы именно пройтись по функционалу. Вот ты сделал кнопку «Войти» для... Была идея, что выкрутить, что-то ты не можешь показать. Тебя плохо слышно, Альберт, если можешь чуть поближе к микрофону. Сейчас как слышно? Вроде чуть лучше. Ну, была идея, что будет какой-то личный кабинет, который можно войти и смотреть, например. Я извиняюсь, если меня лучше слышно, я могу свои наушники ему передать, чтобы он... Да, было бы хорошо, а то действительно очень плохо слышно, и многие слова мы не слышим. Сейчас меня лучше? Да, вот сейчас хорошо слышно. Секунду, свой звук выключу. Я надеялся, что будет какой-то кабинет, Ага. в котором пользователь сможет отслеживать историю своих заказов, Мгм. повторять подобные маршруты, если ему нужно. Система на основе каких-то данных будет предлагать ему новые интересные маршруты и так далее. Мгм. Но времени просто крайне мало, поэтому какую-то идею показать не успел. Да, ну, в принципе, да, действительно, сайт аэропорта это нелегкое задание, и здесь не столь сложно рисовать этот интерфейс, сколько сложно продумать, как он, какие вещи каким вещам надо дать приоритет и что нужно вообще показывать. И Да. да. По идее, нужно провести исследование Да. и на основе этого уже строить какую-то композицию. Да, и какие-то данные да, отправлять. пока вы работали, мы обсуждали, и мы пришли к тому, что, конечно, исследовать ничего не получится, но было бы логично взять какие-то сайты аэропортов и просто следовать их паттернам. Ведь они уже проводили какие-то исследования. И я предлагаю сейчас оставить свои комментарии Джабраилу и Джабраилу тоже. И потом, я думаю, мы перейдем посмотрим, что у нас говорят зрители. Мгм. Ну, сайт, так, включи обратно, Альберт, работу. Так, кто это? Альберт, да. Мгм. В целом, чисто, аккуратно все сделано. Правда, сама фотография не очень качественная, и как бы она немного подпортила восприятие этого макета. А так, в целом, достаточно чисто. Ну, я оцениваю то, что есть, то, что он Мгм. успел. Что ты по UX скажешь? И по функционалу? По взаимодействию. Да. Ну, вот я вижу здесь форма как бы бронирования билетов он сделал. Мгм. Опять же, Альберт дал приоритет форме бронирования билетов, хотя я считаю, что сайт аэропорта... Да и в нашем аэропорту не столько много рейсов, по-моему, насколько я знаю. В Москву, еще куда-то. Да, он, во-первых, не международный, там рейс только в Москву. Да. И, в принципе, обычно билеты люди покупают на каких-то сервисах или на сайтах авиакомпаний. Да, наверное, еще он упустил такую важную вещь. Вместо новостей, наверное, стоило бы показать расписание рейсов. Да, Прилет. да, кажется, Альберт говорил про это. Он сказал, что он просто не успел сделать этот блок, потому что он занимает много времени, как я понял. Но здесь углубляться в UX сейчас смысла, по-моему, вообще нет. Да. То есть больше речь о визуале идет у нас. Второй Джабраил, что ты можешь сказать по визуалу? Мы разбираем, я так понял, сразу сейчас обе работы, да, или одну? Нет, Сначала мы сейчас Альберт. разбираем Альберта, а потом Ибрагима. Вот у Альберта, да, чувствуется, не хватило времени, поэтому немножко скучновато. Ну, то есть, опять же, по расположению элементов и всему остальному вопросов особо нету. Но немножко серо, скучно, чего-то не хватает, такой, ну, сыроватый он очень получился. Мгм.
Ну и опять же, блоков маловато. Если блоков побольше было, естественно, смотрелся бы он чуть-чуть по-другому уже. Мгм. Блоков мало, поэтому вот такой немножко шаблонный такой получился дизайн. Но в целом все очень чисто и аккуратно. Да, я Ну, соглашусь. видно, он раньше времени как бы завершил его, добавил футер. Мгм. Видно, что это только часть макета Да. из-за того, что не успел. Сам я могу что сказать. В решении с фотографией, мне кажется, оно сомнительное, Да, потому совсем что удачно. даже Альберт закрыл экран. Нет. Альберт, Потому что человек, когда заходит, он когда видит большую фотографию, у него, наверное, ассоциации возникнут, это что какой-то корпоративный сайт, какой-то сайт, какой-то личность. можно, смотри, даже если бы это был корпоративный, личный, да, ну, корпоративные сайты. Да, я хотел сказать лично, я просто оговорился. Да. Фотографии — это абсолютно как бы, не самая нужная информация, скажем так. Да. Вот просто само название аэропорта имени Сулымбека Асканова уже говорит о том, что это в честь него, ну, и дополнительно отдавать какой-то большой акцент Наверное, его. тематическое фото, наверное, лучше бы здесь работало. Заходишь на сайт, сразу ты Да. видишь фото и оцениваешь, где ты находишься. Да, ну по-хорошему, конечно, я считаю, что нужно дать большой приоритет расписанию, сделать большой блок. Вот представьте, что вы заходите в сам аэропорт, что вы видите в первую очередь? Мы видим табло с расписанием, но на сайтах, повторяю, такой же опыт. Мы сами это узнали, только открыв их сайт. Нет, Это не важно, это не важно, мы-то узнали уже. Да. Мы-то это уже узнали, и поэтому можем говорить. Если бы не узнали, мы бы не говорили. У Ибрагима такая же проблема. Он не стал давать приоритет расписанию. Но, в принципе, я думаю, сейчас быстро перейдем на Ибрагима, дадим комментарии и... Пока переходим, там активно идет опрос, пока лидирует Ибрагим. Включаем этого Ибрагима. Ибрагим, ты можешь увеличить свой экран? Да. Так, Джабраил, что ты скажешь? В плане визуала у Ибрагима такая симпатичная работа, довольно приятная. Такие легкие цвета, воздушные, как бы сразу дают ассоциацию, что это аэропорт. Да. Также видим здесь расписание рейсов, то, что мы упоминали. Мгм. Это очень хорошо. Большой плюс для таких сайтов. И у него есть форма, как я понял, бронирования, поиска билетов. То есть. Да. Ну, Да, вот эта форма, она, да, подразумевает поиск билетов по дате отправления и приземления. мгм. То есть после нажатия на «Найти билет» нас перекидывают на другую страницу уже. На список, да, уже предлагаем билеты. Но так как аэропорт маленький и билетов не так много, это тоже стоит как-то Да, не обдумать. совсем такое важное. Обычно покупка билетов, даже если сайт авиакомпании размещает у себя функцию покупки поиска билетов, то сам процесс все равно происходит на стороннем сервисе, и они чаще всего пользуются API авиакомпаний, и весь этот функционал он либо переходит на сайт, либо подгружает, поэтому аэропорты не любят давать такой большой приоритет блоку с чужим сервисом. Но я руководствовался еще тем, что так как у меня вот этот главный экран, вот первый стартовый, он несет в себе такой более... презентационный характер. Да, презентационный характер, и чтобы хоть какое-то действие на этом экране можно было совершить, какой-то call to action, чтобы был, тоже как-то. А дальше уже следующий блок у меня идет акцент на расписание. Ну, в принципе, по визуалу я сам... Новости дальше нету, да, ничего? Ну, новости, я хотел какой-нибудь рекламный, как бывает, какие-то акции, что-то, чтобы было. Ну, ты не успел.
Да, это я уже только начал делать, и новости, блок новостей тоже я только начал делать. Ага. В плане проработанности, конечно, Ибрагим здесь чуть-чуть больше успел, чем Альберт. Ага. Ну, визуально, да, немножко чуть-чуть приятнее, может быть, выглядит. И есть очень важный блок расписания. Поэтому я думаю, Ибрагим чуть-чуть опережает Альберта. И давайте узнаем у Джабраила, что он думает, и перейдем к голосованию. Тут как бы узнавать особо. В принципе, я абсолютно солидарен с тем, что вы сказали. Угу. Так, ну давайте тогда посмотрим, что у нас в голосовании. Голосование то же самое. Ситуация примерно так же распределилась. 62%, 67% за Ибрагима, 14% Альберт и 19% ничья. Угу. Ну, тогда, наверное, можно смело сказать, что в сегодняшнем батле выиграл Ибрагим. Хотя, конечно же, нельзя говорить о профессионализме и опыте за такой короткий... Да, я хотел бы сказать, что это совсем не показатель уровня скилла того или иного, потому что кто-то, даже я в том числе, ему нужно бывает время просто тупо, чтобы вникнуть, понять задачу, а когда тебе нужно сходу прям сразу стартануть, начать, тут особо... Тем более, учитывая, что Альберт приехал с Инарков, и он в непривычной обстановке для себя находится. Немножко, может быть... Другой воздух. Да. Другой интернет, скорость другая интернет. В общем, да, как Ибрагим говорит, нельзя вообще ни в коем случае говорить о... Смотрите, этот батл говорит лишь о данном состязании на общем уровне. Да. И я думаю... Сегодня молодец Ибрагим. Да, сегодня почетное звание Ибрагим получает. Почетное звание Ибрагим получает молодец. Четко сказал. А Хаваж остается без пояса. Хаваж, тебе надо что-то делать. К сожалению. В общем, Делряс Холшан участникам, особенно Аларяс Альберту, что он приехал специально для этого батла из Инарков, поучаствовал. Я думал, он получил удовольствие. Я думаю, надеюсь, зрители тоже получили какое-то удовольствие. Делрясхол всем, кто смотрел, подписывайтесь на нас, на наш канал, подписывайтесь в Телеграме и на Ютубе, следите за нашими батлами. В общем, прощаемся тогда. Ассаламу алейкум. Пару слов сказать. Получил для себя очень интересный опыт, которого раньше не было. Было интересно посмотреть, что успеешь сделать за 40 минут. Ага. Оказывается, это намного сложнее, когда ты делаешь что-то, чем смотришь. Раньше смотрел, думал, что за 40 минут можно гораздо больше успеть, но... Да, я вот сам думаю, когда смотришь, думаешь, можно успеть быстрее, но я уверен, если я сам буду делать то же самое, я тоже не успею, скорее всего. Поэтому... Ты точно не успеешь. Я не успею. Возможно, для следующего батла мы выберем какую-то страницу поменьше. Нет, в принципе, я думаю, батл состоялся, не обязательно, чтобы они успели прям всю страницу закончить, но... Это да, мы оцениваем, что успеем. В общем, хорошо. Если больше нечего сказать, я тогда останавливаю трансляцию, да? Давайте. Когда будет следующий? Сообщи сразу. Когда будет следующий батл? Следующий батл будет, как только подадут заявки на участие, и мы найдем участников примерно одного уровня. Важно, чтобы уровень был примерно одинаковый. Ну, да. Хотя бы группа. Мы планируем, я так понимаю, каждую субботу, да, примерно? Ну, не привязываемся к дням определенным. Да, был бы...
Да, было бы Любой хорошо день. хотя бы раз в неделю проводить, но мы постараемся, Мы сейчас посмотрим. говорим чисто про дизайн батлы. По-моему, Да. у программистов батлы чуть ли не 2 раза в неделю проходят. Ну, опять-таки, это зависит от того, будут у нас участники или нет. Поэтому, как только появятся, я думаю, если сегодня подадут заявки, можно и завтра провести. Ну, завтра Да. Надо слишком... понимать, что бояться не стоит. Тут мы не общий уровень смотрим, а просто определенный. Да, конечно. Это просто мы даже больше показываем зрителям, как вообще проходит процесс создания дизайна. Я думаю, интересно людям посмотреть внутрь процесса, как все это устроено. В общем, хорошо тогда. Я завершаю трансляцию. Ассаламу алейкум всем. До следующей встречи. Алейкум. Алейкум ассалам.